Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова, Хайли Кищ. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, после зимы в начале мая, сегодня наконец стало жарко в зимнем пальто. Наступает, похоже, сразу лето. Соответственно, мысли всех родителей заняты о том, как обеспечить детский отдых, как сделать это лето для ребенка незабываемым, интересным и ярким. Вот остались ли путевки в детские лагеря? Сколько у нас этих детских лагерей? Не замерзнут ли там дети, если июнь преподнесет сюрпризы? Обо всем этом сегодня говорим с нашими экспертами. С удовольствием их представляем. Денис Владиславович Лулаков, заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан. Добрый вечер. Здравствуйте. Алия Рустамовна Загидуллина, председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома города Казань. Хайри Кищ. Айгуль Тагировна Габдрахманова, директор молодежного центра «Салят» Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Из Черных морей к нам Евгений Геннадьевич Ветров, директор Республиканского центра «Черноморец». Рада вас видеть. Самат Халилович Набиуллин, заместитель директора Республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом. Вечер добрый. И с нами сегодня Константин Алексеевич Крайнов, директор городского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи ЯЛ города Казань. Приветствуем вас. Нас можно сейчас смотреть тоже в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах, но, думаю, не понадобится. Но на всякий случай. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Прежде чем результаты интернет-опроса, они очень интересные, мы обсудим, хотелось бы уточнить, вот если в июне будет так, как в начале мая, лагеря будут работать или нет, Денис Владиславович? Да, очень хороший, а самое главное, актуальный, своевременный вопрос, да. Так как шел 9-й месяц зимы. Но несмотря на это, я думаю, что все коллеги в муниципальных образованиях плотно готовятся к летней оздоровительной кампании, как, что называется, матч состоится в любую погоду. Ну, во-первых, мы понимаем, и разные бывали года, из года в год температура по-разному нас удивляла. Были моменты, когда и палаточные лагеря мы своевременно переносили заезды, потому что там тоже есть определенные требования по температуре, средней температуре. Вот, ну, мы смотрим, сегодня ночью совсем холодно, но с каждым днем, несмотря на то, что сегодня мы с вами, значит, говорим о летнем отдыхе, с каждым днем по температуре, если смотреть, становится все теплее и теплее. Поэтому мы надеемся, что к летнему периоду, ну, во-первых, и погода нас порадует, ну и коллеги в муниципальных образованиях, на республиканских базах ответственно подходят к подготовке к кампании, ну и безусловно, проверят и обогреватели, такое тоже бывает, ставим, включаем. Многие лагеря, особенно те, которые работают круглый год, конечно, они готовы к любым перепадам температуры. Ну а сезонные лагеря, будем надеяться, что погода нас не подведет, но и экстренно реагировать в случае, если будут какие-то серьезные если очень холодно, то под угрозой, наверное, смены в палаточных лагерях, смены, да? 46 палаточных лагерей, безусловно, если будет погода меньше 15 градусов в среднем, то тогда мы не запускаем палаточные лагеря, либо же экстренно будем эвакуировать детей. Евгений Геннадьевич, ничего спрашивать не будем, потому что, мне кажется, у вас точно смена при любой погоде. Итак, опрос родителей нашей аудитории в соцсетях. Мы спросили, какой лучший отдых для ребенка. Меня потревожили цифры, не знаю, как вас. В детском лагере так ответили 27% проголосовавших. У бабушки за городом так высказали 73%. Ну, естественно, 0% респондентов ответили, что дома под присмотром компьютера. Хотя я думаю, что если уж искренне посмотреть, то там в этой доля других процентов присутствует в этом варианте опроса. Это плохо или хорошо? Это люди сомневаются в детском лагере, либо это дорого, либо надежнее бабушка? Что? Как на ваш взгляд? Мне кажется, и так, и так. В любом случае сомневаться не стоит, потому что муниципальные, государственные лагеря не всегда под контролем. У нас есть коллеги, это коллеги с Роспотребнадзора, и по безопасности, и по питанию, и по санитарным нормам, конечно, всегда все четко, да, и все вожатые проходят обучение, поэтому в этом направлении все отрабатывается, и переживать не стоит родителям. Ну, наверное, бабушки, потому что ближе, всегда под присмотром, в любом случае не 3 месяца в лагере ребенок находится, а с бабушкой все равно, с бабушкой воспитанные дети, они все равно признаются более добрыми, более ласковыми. Евгений, чем лагеря черноморца лучше, чем бабушка? Вы знаете, у нас оздоровительный эффект, в первую очередь, он намного выше. Чем просто деревня со свежим воздухом? Чем просто деревня, конечно, на Черноморском побережье, когда ребенок получает и хорошее питание, и витамин D, солнце, поэтому, конечно, всегда
уровень отдыха на Черноморском побережье, он всегда выше, чем в лагерях там республики чем у бабушки, прямо в городе. Вот, поэтому, конечно же, в первую очередь родители, которые отправляют, они все-таки ставят акцент, обращают внимание, чтобы ребенок оздоровился. Да. Ну, как всегда говорят, море, да, это укрепление иммунитета ребенка на ближайший год, как минимум. Мы тоже по себе это чувствуем. Егор Тагировна, на ваш взгляд, почему бабушек-то предпочитают больше? Ну, возможно, это обыденное мнение, когда лагеря за последние десятилетия, на мой взгляд, когда я занимаюсь летним оздоровлением детей, они становятся все более популярными. Почему? Потому что сейчас каждый лагерь имеет свою изюминку, имеет свою тематику. То есть это не просто лагерь, где есть вожатые, где есть вечерние мероприятия. И не просто бабушка, которая покормит и уложит, да, переоденет, здесь программа за счет разнообразной программы. Абсолютно верно. Поэтому, но эти цифры, это нормальные цифры, я не думаю, что здесь стоит переживать. Почему? Потому что, возможно, еще не все дети побывали в лагерях, возможно, отвечали те, у кого дети еще чуть помладше, и еще не настал период возможности отправлять их в лагеря. Или очень хорошие бабушки, или очень хорошие бабушки, отзывчивые, согласились посидеть. Но меня на самом деле радуют эти цифры, потому что есть еще с кем работать, есть еще кого приглашать в лагеря. Потенциальная аудитория, да, понятно. Да. Самат Халилович, на ваш взгляд, ну, я что думаю, так бабушки лидируют-то? Бабушка — это все-таки какая-то, наверное, среда комфорта для ребенка определенная. И есть, наверное, у родителей какой-то страх даже перед лагерем. Но хочу сказать на самом деле, что лагерь на сегодняшний день для ребенка — это новые знакомства, это новые друзья, это общение со сверстниками. И, конечно, найти себя в каком-то новом амплуа, в новых программах, в тематических программах. Вот, поэтому я думаю, что бояться бабушкам сегодня не нужно отправлять ребенка в лагерь. Но да, мы понимаем, что бабушка — это своего рода теплая печка и как бы комфортность. Пирожки? Не пирожки, да, блины, пирожки каждое утро, и поспать можно. Но в лагере ребенок сегодня, он находит себя как личность. Вот по поводу поспать нужно в лагерях не изменилось в это время в детском подъема? лагере есть свой распорядок дня. По-человечески просто хочется узнать. В детском лагере есть свой распорядок, конечно. Ребенок вовремя ложится спать, он вовремя встает. Он вовремя... Во сколько подъем в лагерях сейчас? Ну, подъем где-то в 7:38 подъем у нас. И где-то в 10:30 уже как бы мы идем. Чуть позже никак, да? У нас 8. Вот, черноморцев лучше, Константин Алексеевич. А у вас во сколько подъема? Почему бабушкам пока больше? Не пугать? Ну, если говорить о вопросе, то что я думаю, здесь все-таки, наверное, вопрос больше доверия. Это доверие родителей. Одно дело, ты отдаешь ребенка, оставляешь ребенка у бабушки, другое, ты, может быть, даже незнакомый для родителей среду опускаешь ребенка. Но вопреки этому я могу сказать, что, наверное, не каждая бабушка сможет научить ребенка компьютерной графике, чему учатся сейчас там дети, да, у нас в лагерях. Не каждая бабушка сможет поиграть с ребенком в футбол, волейбол или какие-то спортивные Или научиться занятия. Видеоблогингу какому-нибудь, да? Не все бабушки наверняка будут своих внуков в 7:38 утра и идут вместе с ним на зарядку. Здесь больше говорить о пользе физической, о пользе умственного состояния, нравственного состояния ребенка. Здесь, конечно, лагерь... Я ничего не хочу сказать плохого про бабушек, но в лагере здесь бабушки не обижаются, но там дополнительные возможности для роста, да, скажем так, для самореализации в том числе. Итак, больше 5 миллионов 300 тысяч российских детей отдохнут в рамках летней оздоровительной кампании в этом году. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. А вот Денис Владиславович, Валерия Рустамовна, и каждый, вот, наверное, особенности летней оздоровительной кампании в этом году. Сколько бюджет выделяет, да, сколько ребята отдохнут, какие нововведения, сколько лагерей, возможно, новых появилось, либо после реновации принимают в совершенно ином формате детей. Давайте вот с главного, с Минмолодежи начнем, а потом уже дальше... Я бы хотел все-таки ответить сначала на предыдущий вопрос. Так, по поводу бабушек? Бабушки, они вне конкуренции, потому что бабушка — это вот про любовь, про сердце, про теплоту душевную. Но мы с точки зрения... Вожатыми бабушек в лагеря. С точки зрения... Такие бабушки... Кстати, тоже интересно, да? Тоже интересный вариант, но я думаю, что здесь нужно попробовать и съездить в наш лагерь республиканский, и наверняка останется время, чтобы погостить с бабушкой, и там, и тут обязательно ребенок почерпнет что-то хорошее. Хочу сказать, что за летнюю оздоровительную кампанию в Республике Татарстан мы планируем оздоровить порядка 172 тысяч детей. Они поедут во все лагеря республиканские, в том числе и федеральные центры. Это Артек и Орленок. А это уже
и про федеральное финансирование. Вот из бюджета республики традиционно где-то порядка 2,3 миллиарда рублей выделяется ежегодно. Здесь в том числе как бы индексация прошла, мы сохранили все лучшие традиции республики. Но в этом году также привлекли еще и федеральные средства. Есть у нас 900 путевок по линии «Центр воин». Это новое наше направление, федеральные дети. Они отдохнут полностью за счет бюджета, значит, федерального уровня. Ну и, безусловно, центр «Ленок» и «Артек». Мы планируем порядка 680 детей туда вывести. Это тоже приличное софинансирование федерального центра. Это что касается в целом отдыха и оздоровления, но все-таки про бабушку мне этот вопрос очень интересен. Наши вожатые — это тоже своего рода такая начальная ступень института бабушки. Знаете почему? Потому что они проходят обучение. Минимум 144 часа каждый вожатый учится. Получает методики педагогические, работы с разными возрастами. Вот это первый бонус, который мы можем дать в рамках летней оздоровительной кампании и поконкурировать с бабулями, с нашими любимыми. Но и хочу сказать, что про теплоту душевную, различных направлений, более 250 профильных программ у нас есть. И ребенок, и родитель может выбрать любое направление. Интересно ему, вот как говорили, компьютерная графика, может быть это физкультурно-оздоровительное, какое-то социально-педагогическое или добровольческое направление вообще. Сейчас в республике мы открыли первый в стране лагерь, направленный на добровольчество. Лагерь «Добрый» в Высокогорском районе. Поэтому, еще и за отдых в лагере все-таки нужно заплатить. В среднем по республике это где-то от 4000 рублей за смену. Например, в Дрожжановском районе 6000 примерно плюс-минус будет стоить путевка в Зеленодольском районе лагерях. И, например, там в Казани, переходя, там 9,5. Республиканские базы в районе 20 тысяч. И конкуренцию мы не составляем коммерческому сектору. Там уже от 40 и до 70 тысяч доходит стоимость путевки. Сколько, в принципе, у нас сейчас лагерей, Денис Владиславович? На сегодняшний день мы готовим к запуску, и мы очень надеемся, что каждый из этих лагерей на сегодняшний день уже заявился в ФБУС и пройдет, значит, эту экспертизу положительно. Мы планируем 124 стационарных, значит, лагеря, 46 палаточных лагерей запустить. Кстати, одно из новых направлений — это палаточные лагеря, такие спутники при стационарном. Это к вопросу, который... если погода? Если что? У нас был в прошлом году, помните, ураган, да? Слава богу, что в лагерях республики ни один ребенок, ни один человек из состава персонала не пострадал, только потому, что действия персонала были глубоко сконцентрированы, и вовремя из палаточных лагерей дети были эвакуированы в клуб, в столовую. Это нам помогло уберечь наших деток, наше подрастающее поколение. А в целом мы готовимся, в том числе и пришкольные лагеря. В этом году, кстати, тоже одна из новинок — это лагеря дневного пребывания при учреждениях не только образования. Потому что, как правило, пришкольный лагерь или лагерь дневного пребывания — это при своей школе с этим же педагогом, который тебя 9 месяцев учит в году. А тут не отдохнешь, да? Так, а теперь где можно прибыть? А теперь в 3 районах, это Елабужский, Зеленодольский и Азнакаевский район, мы как такой пилотный проект на базе созданной инфраструктуры молодежной политики и учреждений культуры. Например, построили новый центр культурного развития. Там есть где питаться, кафе, там есть зал, где можно проводить репетиции, и дети приходят туда к 9 часам, например, и до 4, пребывая в этом лагере, занимаются своим любимым видом направления творчества или каким-то спортивным, может. И не совсем школа в этой ситуации. И не школа, другие педагоги, другое отношение. И отдых в том числе. И немножко педагоги отдыхают от детей, и дети немножко отдыхают от педагогов. Хорошо. Что изменилось в Казани? В Казани в этом году, благодаря поддержке руководства Республики Татарстан и программы капремонтов, откроется отремонтированный лагерь «Молодая гвардия». У коллег по линии спорткомитета. В целом у нас 12 муниципальных лагерей. В целом планируется оздоровление и отдых 44 тысяч детей. Это пришкольный лагерь, половина из них. И чуть меньше, где-то 13 с лишним тысяч. Это уже стационарные лагеря, субсидированные лагеря предприятий, коммерческие лагеря. Из них, как я и сказала, 12 лагерей муниципальных. Из новшества, кроме организованных
команд, смен у нас еще планируется в этом году. Если вы знаете и помните, каждый год продавали неорганизованное количество путевок для детей, порядка 1000 путевок продавали через сайт сейл, да? Да. Через сайт Центра Идеал. В этом году мэр принял решение поощрять детей, талантливых детей, активных детей. То есть не просто тот, кто опередил и купил эту путевку в момент продажи, а реализовать через школы на конкурсной основе. Поэтому... Как прошла эта процедура? Потому что я предполагаю, что было и недопонимание, когда любой родитель хотел приобрести. В общем-то, здесь вопрос был исключительно наличие денег. Здесь только удача, да, совершенно верно. Родители по-разному отнеслись. Были родители, которые возмущались, почему я не могу приобрести. Но на самом деле это была удача. На момент продажи путевок на сайте было уникальных пользователей более 20 тысяч на 1000 путевку, то есть на одну путевку более 20 кандидатов. Сейчас же мы как раз разработали положение, что вот как раз неорганизованных детей мы будем распределять и реализовывать через школы, как поощрение для талантливых, общественно активных детей, которые занимаются в школах и активно участвуют в жизни школы, города, района в целом. А что делать родителям двоечников, троечников, не определившихся еще? Во-первых, жизненными ценностями. Чтобы получить именно муниципальные лагеря, нужно хорошо учиться, активно себя проявлять. Он может быть двоечником, но спортсменом шикарным. Ага, то есть если ты баскетболист, конечно, это мы сейчас вспоминаем. Конечно. Он может быть активным старостой группы, класса и так далее, да? Активно участвовать в жизни школы. Но есть коммерческие лагеря, которые субсидируются также. То есть выбор, в принципе, у родителей есть, просто чуть дороже. Совершенно верно. Евгений Геннадьевич, что может... Черноморск вообще, я не знаю, меняется или не меняется? Да, понятно, что у вас море не меняется. Меняются правила безопасности. Мы уже с этим сталкивались, да? Более ужесточены были требования. Что в этом году? Ну, в этом году на Черноморском побережье отдохнет более 5500 детей. Традиционное количество детей? Ну, в этом году чуть побольше будет, потому что у нас мы увеличили в лагерь Форос у нас есть, мы увеличили там объем. Роскошный лагерь, да. Вот, в Сатере у нас есть еще лагерь в Алуште находится. Порядка 2000, наверное, отдохнет в Крыму, и 3660 где-то отдохнет в Краснодарском крае. Вот всего у нас 4 лагеря. Ну, не считаем еще Орленок, Артек, то есть это федеральный центр, который тоже отправляем детишек. Часть программ у нас обновились, прошли защиты профильных программ. Вожатых мы уже подготовили, школы вожатых у нас тоже прошли. То есть, в принципе, команды все готовы. Когда отправляетесь в путь? 5 июня у нас первая отправка. 550 человек уезжает в Краснодарский край, детско-оздоровительный лагерь «Глобус». Есть, ну, наблюдается такой тренд в связи с ужесточением требований безопасности, все-таки, что родители немножко беспокоятся и идет снижение по приобретению, интереса к приобретению путевок? Снижение в основном идет по Крыму. Вот, Краснодарский край, конечно, ажиотаж очень большой. У нас порядка на 3600 путевок, где-то еще в резерве 200-300 человек, которые готовы отправить своего ребенка в Краснодар. Но по Крыму тоже наблюдается рост по сравнению с прошлым годом. То есть, несмотря на обстановку, которая происходит, то есть рост он все равно на Черноморском побережье идет. То есть люди в любом случае доверяют и нашему руководству. Вот, есть и межведомственная комиссия, которая работает и отслеживает моменты с безопасностью детей пребывания на Черноморском побережье. Поэтому я думаю, что все находится под контролем. Если бы было небезопасно, ну, естественно, что детей мы не отправляли туда. А что со стоимостью путевок? Насколько изменилось по сравнению с прошлым годом? На 1000 рублей у нас поднялась стоимость путевки, и в основном это связано с увеличением стоимости цены контракта. Если в прошлом году койко-день у нас составлял 2450 рублей, сейчас 2550. То есть на 100 рублей умножаем там на 15-17 дней, то есть увеличение где-то на 1000 рублей. Ну, мы стараемся варьировать. В принципе, терпимо, да? Да, цена адекватная. Учитывая, как изменился в принципе отдых в Краснодарском крае, со всей остальной ценовой политики. Что у Салята нового в этом году? В этом году нам 30 лет исполняется, то есть первый лагерь был в 1994 году. В этом году в 30-летие вместе с форумными сменами у нас пройдет 33 профильные смены в летний период.
Что касается смен, появились несколько новых смен, потому что у Салят появился еще один лагерь в республике Чувашия для соотечественников, которые проживают там. Как вы знаете, там очень много татарских деревень в том числе, и ребята, в том числе с татарских деревень, смогут поучаствовать и пожить в атмосфере Салят. Вместе с тем, например, в Алексеевском районе у нас появилась новая смена, называется «Салят Адымнар». Она в том числе для учащихся полилингвальных комплексов Адымнар, потому что по поручению Раисы нашей республики у нас в каждом комплексе Адымнар, а их 6 в республике, сейчас каждый год открываются классы Салят. На данный момент это порядка 30, ну, если быть точным, 27 классов, которые называются классами Салят. И учащиеся этих школ тоже смогут принять участие в работе наших профильных смен. Появились новые направления. То есть, например, говорили вот про профильность. Очень большим спросом пользуются лагеря с направлением медиа, например. Это то, что волнует детей, начиная там с 7-8 лет, как пользоваться видеокамерами, как монтировать ролики, фоторедакторы и прочее. Блогеров, простите. В том числе одно из направлений, но вместе с тем, например, нас очень радует, ну лично меня, например, потому что очень популярна смена инженерного творчества. То есть ребята здорово, по робототехнике, резьба по дереву, прочие различные прикладные искусства, в том числе волнуют школьников. Ну и традиционно наши смены направлений, например, научно-технического развития, тоже большой популярностью пользуются, и это показывает в том числе участие этих детей после летних профильных смен в активности в течение года. Это конференции, это наши лаборатории, хакатоны и прочие события. Вот. Если говорить в целом и в общем, не хочется заниматься. О стоимости путевки что можем сказать? Насколько изменилось? Вы знаете, мы проанализировали изменение стоимости услуг, оказываемых связанными с лагерями. То есть важно для, вот, допустим, для родителей, которые нас сейчас смотрят, тоже сказать о том, что чтобы организовать там 7 либо 18-дневную смену ребенка в лагере, важно обеспечить более чем порядка 100 услуг. Это в том числе транспортное обслуживание, услуги по подготовке инфраструктуры, базы, услуги по страхованию детей и прочее. Вот эти услуги, включая питание за год, возросли там от 20 минимум процентов. Есть те услуги, которые до 70% выросли. В таком объеме, конечно же, путевку мы не можем вырасти, потому что у нас в том числе отбор детей, это дети-олимпиадники, дети из многодетных семей в том числе. Но в среднем могу сказать, что за этот год стоимость путевок порядка 15% у нас возросла в связи с необходимостью соответствовать рынку. Но у вас еще и можно приобрести путевки? Вот там вот уже у нас идет отбор. Поощрили. У нас идет отбор до сих пор. На часть смен у нас открыта заявочная кампания, мы отбираем детей. Раз в 2 недели у нас вывешиваются протокола отбора детей на нашем официальном сайте. Вот что касается июль и вторая половина августа, там есть еще места, поэтому можно еще заявляться и участвовать в конкурсе. Что у лета? В летом, наша фишка этого года, то, что у нас будет проходить в лагере «Чайка» смена. Путевки есть еще? Подожди. Путевки есть. Путевки есть. В лето еще есть, хорошо. Ага, дальше. Вот. У нас в лагере «Чайка» в этом году будет проходить федеральная смена при федеральной поддержке на федеральные средства, смена «Воин», где будут участниками дети 14-17 лет, и они могут познать основы военной прикладной техники, искусства и также спортивной тематики. Также у нас в этом году будет реализовываться смена «Татар-кино». Совместно «Татар-кино» проводит смену в лагере «Чайка», в этом же лагере, где также дети ознакомятся с кинематографией, с актерским мастерством. У нас возраст детей от 7 до 17 в данной смене будет. И, конечно, у нас есть 2 новых лагеря отстроенных. В прошлом году мы запускали лагерь «Детское мирас наследие». В этом году запускаем детский лагерь «Добрый». Мирас наследие приметен тем, что лагерь этнический, культурный, где дети знакомятся с традициями, обычаями малых народов Татарстана. Популярен был в прошлом году? Да, конечно. Вот. А в этом году запускаем лагерь «Добрый», новый лагерь совершенно. Добровольческий, да, вот Денис Владиславович Да, добровольческий лагерь, где также дети могут ознакомиться с основами волонтерства, добровольчества. Вот. Цена-стоимость, мы также много изучали расходы, анализировали расходы, но решили оставить на уровне прошлого года. «Мирас наследие» будет в пределах 20 тысяч, «Чайка» и иные лагеря будут на уровне 18 тысяч на 18 дней. В принципе, мне кажется, это абсолютно такие вот лояльные цены к родительскому кошельку. Чем удивит Ял
Ну, основные моменты Алия Рустамовна уже сказала. Хочу добавить только то, что у нас в этом году в ходе подготовки, в ходе проведения летней кампании будет усилена и уже сейчас усиливается работа именно социальной направленности учреждения. Мы ежегодно усиливаем именно тот момент в плане работы с детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Сейчас у нас второй год также бесплатно получают путевки дети из семей мобилизованных, да, из военнослужащих в зоне специальной военной операции. Здесь суть в том, что все эти дети, для них организовываются не какие-то отдельные смены в отдельных лагерях или что-то. Они общаются и отдыхают вместе со всеми детьми. Те, которые купили путевки, или те, там, которые просто приехали на спортивные сборы. То есть это, хочу сказать, это делает подоплеку такую, что вожатых нужно готовить по-особенному, потому что у него в отряде будут и дети, как скажем, ну, из разного уровня воспитания, и вожатый должен быть готов ко всему. Именно поэтому мы готовим и программу «Школа вожатых», которые, ну, то есть мы сами готовим вожатых, и программа, она готовится совместно со специалистами, которые знают и область психологического состояния, как там эмоционально правильно вывести. То есть вот, достаточно глубоко приходится во многие вопросы вникать. Если говорить о программах, здесь мы, конечно, тоже в этом году делаем наибольший упор на патриотическое воспитание детей. Нам, конечно, не 30 лет, но в этом году нам 15 лет также исполняется Центру Ял. Этому будет посвящен наш ежегодный межлагерный фестиваль. Он проходит в 3 этапа. Первый этап – это военно-патриотический, второй этап – это интеллектуальный, и третий этап – он творческий, и финал всего этого действия. В течение первых 3 смен он проходит, то есть в начале августа мы подведем итоги этого фестиваля. Вот, если вкратце, наверное, вот такие вещи. Просто я сейчас услышала все больше, все уже и уже профильность, да, смен. Вот Татаркино тут уже, да, медиа. Нет, широта профильных смен, она сохраняется. Мы просто говорим основные, про новые вещи. Сколько там, по 33, да, профильных смен, да? У нас, например, да. Это очень много, и мы понимаем, насколько сложно сегодня готовить вожатых в том числе. То есть обеспечить, например, ну, тот же самый Татаркино, вы не пригласите, это же не просто вожатые одно, нужны специалисты, нужны эксперты и так далее. Каким образом это решается, это же вопрос кадровый. А кадровый вопрос сегодня, простите, самый острый. Мы тут с нулевой безработицей, и на ближайшие 14 лет ситуация такая сложная во всех сферах. Я могу рассказать. Что с кадрами? Где вы их ищете? Вопрос, тем более, на лето надо сорвать как-то людей, да, сильно только, актуальный. А потом вернуть. Например, в Салят школу вожатых у нас проводят с 2002 года. Мы точно понимаем, что кадры нужно готовить. И мало того, это не просто однонедельный, допустим, выезд, где готовятся вожатые. Для нас, например, это целая система. Это круглогодичный проект. Фактически это марафон, у которого есть начало, и вот оно на протяжении многих лет уже длится. В сентябре мы делаем открытую заявочную кампанию. У нас заявляется вожатый, мало того, не только проживающий в Республике Татарстан, но который обучается в различных регионах нашей страны. И начиная с сентября методично... Еще татароязычные. Еженедельно у нас проходят они обучение. Конкретно Салят у нас, да, у нас, если для детей мы не требуем знания языка, у нас приходят дети разных национальностей, вероисповеданий, то вожатые обязаны знать как минимум 2 языка. То есть такого рода полиглот. Если 3, то еще прекраснее. Вот. Нам, например, для летней кампании уникальных вожатых нужно 600 человек этим летом. Мы готовим круглый год. И здесь, вы знаете, в чем особенность вожатых? Вот бабушек, например, мы не можем взять вожатыми, потому что как раз-таки... Эти бабушки сегодня по ту сторону экрана. Как раз-таки это те люди, которые по возрасту не так далеко ушли от детей, то есть это им 18-20 лет, но вместе с тем уже чуть более взрослые, и те проблемы, те вопросы, с которыми ребенок не может поделиться со своим учителем, со своим родителем дома, они могут поделиться как раз-таки с этими вожатыми, которые для них становятся не просто наставниками, учителями, родителями на этот период, но это друзья для них. И поэтому программа вожат достаточно обширная. То есть это и первая медицинская помощь, это и все технические требования, но вместе с тем это решение педагогических ситуаций, работа с разновозрастными детьми, работа с одаренными детьми, работа с разными категориями детей.
сейчас тоже говорили, дети бойцов СВО, это тоже отдельная история, как работать с ними, да? Потому что там травмы есть, присутствуют некоторые. Важна мотивация, то есть это не просто, понятно, мы понимаем, да, что вожатый получает за какую-то стоимость заработной платы за месяц работы, но он работает как минимум год, когда начинает готовить профильную программу, занимается отбором детей. То есть вы обеспечиваете работой на год, а не на 3 месяца, соответственно, поэтому проще вам готовить. Поэтому у нас есть осенью завершающий конкурс, это конкурс «Вожатый года», где мы определяем самых лучших, а потом в феврале еще награждаем на нашей ежегодной традиционной премии и говорим, что вот действительно достойный вожатый, смотрите, каким должен выглядеть вожатый. Вы формируете команду, и вожатые, как правило, стабильно у вас сохраняются одни и те же из года в год. Абсолютно верно. И еще важно добавить, важно готовить не только вожатых. Мы, например, запустили, в том числе у нас несколько лет работает школа руководителей, куда входит старший вожатый и директор профильной смены, а также методист. Школу учителей и школу методистов отдельно вывели в этом году, поэтому работа с кадрами – это вопрос номер 1 в том, чтобы быть конкурентными бабушкам в деревне. Это понятно. Вот как решить этот кадровый вопрос, об этом после рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем сегодня верить, что лето все-таки будет, циклон уходит, и на улице уже немного теплее. Говорим сегодня о летнем отдыхе, об оздоровительной кампании для татарстанских детей и подростков. Остановились мы до рекламы вот как раз на кадровом вопросе. Это же сколько надо вожатых профессионалов, вожатых педагогов, в принципе, персонал, который работает в лагере. При кадровом дефиците проблема сложнейшая. Я не знаю, у черноморца, я понимаю, что все на море хотят, да? Но ведь вам не только на море просто нужно хотеть, вам же еще работать там надо. Мне кажется, вообще двойная нагрузка, да? То есть и отдохнуть учиться, и поработать. Как решаете вы кадровый вопрос? У нас тоже проходит школа вожатых. Потребность у нас где-то 512 человек на все лето. Это 3 смены, да, получается? Это получается у нас где 4, где 5 смен. То есть на общее количество 5500 человек где-то порядка 512 человек где-то, в среднем. Плюс это, если есть групповики, которые выезжают у нас, некоторые с коллективами, то есть они уже у нас идут автоматически как вожатые. Но основная потребность это 512 человек. Проблем как таковых нету. Единственная проблема возникает, это только может быть первые смены, потому что у некоторых студентов начинается сессия, то есть приходится решать вопрос, чтобы они где-то досрочно сдавали эти сессии. Но хорошо, что руководители вузов идут на уступки, входят в наше положение. А с медиками тоже у нас проблема. То есть это не то, что там первая смена, да, они возникают, наверное, на протяжении всей летней кампании, потому что, с учетом того, что врач прикреплен к поликлинике или где-то работает, по крайней мере, в нашей ситуации ему сложнее выехать, потому что ему надо брать или отпуск, или еще что-то. Как он может совмещать, условно, да? У вас здесь не совместишь. Да, эта проблема, она на сегодняшний момент существует, потому что почему мы берем медиков из Татарстана? То есть можно взять их и, допустим, с республики, с Краснодарского края, но с учетом того, что у нас перевозка, поэтому у нас медики изначально они у нас выезжают из Республики Татарстан. Вожатые насколько? То есть это студенты в основном. Если не студенты, есть ли бабушки? Нет, бабушек нет. Сразу могу сказать. Профильная программа под категорию бабушек у нас не подходит. Потому что все-таки вожатые это до... Вообще у вожатых есть ограничения возрастные? Вообще нету, но мы, как правило, стараемся брать где-то коридор, наверное, может быть, до 40-45 лет. Это еще нормально. Да. 45 лет уже можно стать бабушкой. Можно не спорить. В принципе, если сегодня по ту сторону экрана есть телезрители, которые горят желанием, и они не студенты, в принципе, можно рассмотреть такой вариант работы в Черноморске. Каким образом закрываете вы потребность в муниципальных лагерях? Как я уже сказала, и как сказал Константин Алексеевич, у нас есть школа вожатых, которая лицензированная школа, 144 часа в минимум они получают образование, это раз. И когда мы приходим в профильную смену, и организованный коллектив, конечно же, партнеры, межведомственное взаимодействие, это спорткомитет, и МБУ подросток приходит к нам на помощь, и преподаватели со школы. В принципе, дружно живем в городе, слава богу. Вопросов нет. Понятно. Но например, каким образом вожатые обучаются этой профильности этой смены?
Я добавлю. То есть у нас в целом школа вожатых у всех наших учреждений плюс-минус она одинакова. То есть она у нас, допустим, отличается только временными рамками. Январь-февраль – это набор новых вожатых. С середины февраля открытие школы, до середины апреля идет обучение. В середине апреля вывозим на интенсив. Подводим экзамены, дети сдают, вернее, не дети, а будущие вожатые сдают экзамены, мы им даем удостоверение, у нас есть лицензия на образовательную деятельность, и во время интенсива мы уже, к интенсиву у нас готовы те люди, которые будут работать старшими вожатыми, и они уже во время эти 3-4 дня подбирают под свою программу. К этому времени старший вожатый, он знает, на какую программу он поедет, знает тематику, он подбирает. Если это татарская смена, он подбирает себе татароговорящих. Ну, айтишников танцевальную брать не прочее, будет, прочее. Да? И вот в этот интенсив они уже формируют вот этот пул на 70-80%. Понятно, там по различным причинам, не у всех может быть, потому что надо за 3-4 месяца планировать порой. Сойти все это дело. Потом школа у нас заканчивается. И далее, вот с этого года у нас нововведение. Говорили о том, что во время перерыва, о том, что дети, которые отдыхали в лагере, они сами становятся большей частью вожатыми. Мы в этом году 30 человек еще обучили и берем с 15 лет помощниками вожатых. Мы ввели такую должность помощника вожатых. Мы никакой сверхответственности, понятное дело, мы на них не несем. Они будут помогать веселить детей во время мероприятий. Общественные помощники, дополнительные глаза, руки. Да, именно. Надо сказать, когда профильные смены есть партнеры, педагоги, которые приезжают непосредственно по направлению преподавать. Да. То есть вожатый, если с ребенком в течение дня, то непосредственно... То есть мастер-классы? Конечно, это уже профессионалы, которые приезжают. Это как раз межведомственное взаимодействие, как я и говорила. Добавить по этому вопросу. То есть вот проговорили, я поэтому несогласие нажимала. Например, в IT-лагерь в том числе вожатые могут пойти танцоры, и певцы, и кто угодно. То есть у нас, например, вожатыми ездит, даже больше, чем 50%. Это не те, у кого есть педагогическое образование, это и те, кто учится на врачей, те, кто учится на айтишников, кто угодно. То есть они проходят профильное именно обучение по специальной дополнительной лицензии дополнительного образования как вожатый. А вот то, что Аля там проговорила по поводу профильности, то уже дополнительно привлекаются профессионалы, которые уже специалисты вот именно в профильности. Кто-то живет на всей смене, кто-то ежедневно приезжает, уезжает в зависимости от возможностей муниципалитета. И уже дают такую профильную программу. А вожатые обеспечивают такую средовую образовательную деятельность, где это и спортивные мероприятия, и культурные мероприятия в том числе. Но если, конечно, вожатый совпадает с профильностью смены, то это вообще идеально. Это плюс. Но ни в коем случае это не минус для тех, кто не по профилю образован, так скажем. Где столько актеров наберется для вожатые, смены они создают настроение. Это да. А вот Татар-кино смену-то назвали, но теперь надо же соблюсти. Где столько актеров? Если говорить про Татар-кино, то мы уже в феврале уже заключили с ним соглашение с нашей компанией Миляшата Айтуганова, руководитель Татар-кино. Мы отрабатываем полностью программу лагеря, программу смены с организацией. И, конечно, тоже решаем вопрос совместно о привлечении также вожатых, педагогов, как на их уровне, так и на нашем уровне. То есть и мы обучаем, и они обучают. В таком плане работаем совместно. Хотел бы сказать, что в целом на республике, вот коллеги говорили про свои школы вожатых, а вообще в целом по республике на сегодняшний день порядка 3500 вожатых нам будет необходим. В принципе, этот кадровый, запрос, он на сегодняшний день закрыт, благодаря вот проведению ряда школ вожатых. Есть и коммерческие структуры, которые готовят для профильников вожатых, например. Ну и надо сказать, что это системная работа, выстроенная в республике Татарстан традиционно. Сначала мы начинаем в октябре, в ноябре уже собирать руководителей баз, которые планируют деятельность на следующий год. Да? Но у нас же есть еще и зимние, и весенние кампании, про них тоже не надо забывать, просто летняя она самая масштабная. Вот. Мы даем новую нормативную базу, приглашаем коллег с федерального центра, которые рассказывают нам, какие будут приоритеты работы с будущей летней оздоровительной кампании. Потом хотелось бы сказать, что мы поддерживаем на линии Министерства по делам молодежи. У нас есть гранты 50 миллионов, которые мы
раздаем муниципальным учреждениям во всех районах республики. В этом году 37 муниципальных образований участвовало. И в этих муниципальных образованиях есть ряд проектов, связанные с подготовкой вожатых. Это тоже, еще раз обозначает приоритет кадровой работы в отрасли отдыха и оздоровления детей и молодежи. Ну и, безусловно, важно, что проходит защита профильных смен. Вот я вам говорил, 250 смен мы в этом году отсмотрели. Но мы это кто? Это и Министерство по делам молодежи, и Центра Лета, и Центра Ял, и коллеги из Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольска, других крупных районов. Они все свои смены смотрят. Приходят защищаться, как правило, руководитель смены и заместитель по воспитательной работе. И они уже понимают, каким образом, где они будут набирать вожатых. Совершенно верно. У них уже эта лестница выстроена. Поэтому я думаю, что, отправляя своих детей в республиканские муниципальные лагеря, в первую очередь нужно определиться с запросом ребенка. Насколько он хочет, что он хочет посмотреть. Выбор колоссальный. Как раз, вот я думаю, сейчас родительскими вопросами маленькими вас закидаю. Во-первых, какие самые популярные смены, какие тренды? По профилю. IT бьет все рекорды. Что? Инженерное творчество, я думаю, что у многих есть такой запрос. То есть такие... Робототехника. Да. Медиа, как вы уже говорили, медиа, творчество, например, в широком смысле, это уже более профильные театры, вокалы, хореография, тоже достаточно популярны. На море до профилей? У нас, конечно, профили есть. У нас есть и лингвистические, и спортивные смены. Поэтому, в принципе, порядка 9 у нас программ есть. Ну и такие же, как творческие коллективы, как «Созвездие». Илдызлык выезжает, у них свои профильные смены. Хорошо. Есть еще такое, что посоветуют родителям? Родители в группе в социальных сетях постоянно интересуются. Если ребенок танцует, а можно все-таки подобрать под его интерес, либо все-таки вывести его из зоны комфорта и отправить на робототехнику? Вообще, стоит ли рисковать родителю? Такие психологические советы. Вы же все психологи. Надо поговорить с ребенком и спросить, желает ли он туда ехать. Конечно, безусловно, приезжая в лагерь, пусть даже не по профилю, через определенное время он адаптируется, этот ребенок, и все равно найдет новых друзей и много-много положительных эмоций. Но вот это первые 3 дня, возможно, это будет дискомфорт, и это взаимоотношения родителей и детей может нарушить. А в целом-то он получит плюс, но осадок останется. Поэтому лучше надо поговорить с ребенком и уже рекомендовать. Есть возражения? Не то чтобы возражения, могут быть разные ситуации. Если Александр говорит о рисках, то есть есть и положительный в этом момент. То есть бояться этого тоже не нужно. То есть не надо категорично так вот, нет, нельзя и все. То есть задача лагеря, задача смены, если говорить там о профиле, не научить ребенка играть на гитаре. То есть нет невозможности сделать там за 18, просто увлечь, да? Нужно привлечь, нужно показать, что есть еще помимо танцев, например, вот такие-то интересные различные там направления, творчества или там знаний, еще, всего что угодно. Потому что, не нужно же останавливаться там ребенком. Ну, о чем речь? Они все дети любят что-то новое. То есть им иногда очень сложно попробовать сделать тот самый шаг. Но это обязательно, это нужно решать только коллегиально с ребенком. Еще один вопрос. Вот про 3 дня, которые вы говорите, критические. Да, я думаю, в каждом лагере есть такие дети, которые в течение первых 3 дней, особенно первый раз, это кризис. Да, конечно, адаптация. Забирать надо или нет? Что делать родителям? Я поделиться нашим опытом. Во-первых, на каждой смене, во многих лагерях, я уверена, что практически во всех работает психолог, на самом деле, среди кадрового состава. И это тот человек, к кому обращаются и дети, и обращаются и вожатые, в том числе с вопросами детей. Поэтому это один из моментов психологическое, эмоциональное здоровье ребенка. Вот в целом в оздоровительном эффекте, например, вот наша комиссия по отдыху и оздоровлению детей, этот вопрос уже много лет мы обсуждаем, как замерять эмоциональное здоровье детей, в том числе и вот эти вот советские показатели здоровья, в том числе там учесть этот момент. Привес. На самом деле, да. Что касается, например, по опыту Солет, то есть каждый год это порядка 30 профильных смен, у нас порядка 10 детей, которые уезжают в первые 3 дня домой. Мы возвращаем детей родителям самостоятельно, привозим, обязательно довозим, в руки родителей вручаем, и мы говорим, что ваш ребенок замечательный, супер ребенок, но, возможно,
лагерная среда, ну вот в этот период, в это лето так совпало, что ему не особо интересно на данный момент. Это не значит, что он больше не попадет в Салят. Абсолютно нет. Через год или там, через полгода на осенние каникулы он может снова вернуться, поучаствовать в конкурсе, выиграть и прийти, и, возможно, это будет уже другой ребенок. То есть все-таки правило кризисных 3 дней есть, да? Есть. Например, я вот сама была ребенком, и я сама помню, как мне было в первый год очень тяжело. И я была один из тех детей, который хотел вернуться домой, но вот, допустим, вожатые со мной разговаривали, потом с родителями. Остаться, да? Я осталась, ну, до сих пор. Что думают мужчины, руководители? Ну, я здесь, конечно, полностью согласен в плане... Слышать ребенка или вот купили путевку, будь там... Нужно смотреть, опять-таки, глубину его состояния, то есть подходить индивидуально. Если у ребенка истерика, и он каждые 20 минут плачет и не может вообще остановиться, конечно, нельзя, мы ему просто навредим. Можно попробовать отправить ребенка домой. Благо сейчас сняты практически все ограничения, которые были во время ковида. Сейчас можно ребенка забрать на пару дней, вернуть обратно. То есть, но это наш плюс. У нас, допустим, есть лагеря, которые в черте города находятся. Евгений Геннадьевич, наверное, нет сейчас такой возможности. Я к нему отдельно потом адресую, что делать с детьми. Как отправлять отдельно чартерным рейсом. Да, у них адаптационный период, возможно, еще в поезде проходит, пока 2-3 дня едут, они уже... У нас 5 дней. Да. Здесь надо смотреть индивидуально. Одно дело, он раз в день с утра встал, настроение еще не очень... Вспомнил же, у меня же мама есть, можно маме поныть, тем более мама любит повыслушивать, любит меня потом забылся, и вроде все нормально. А тут в 10 часов начались мероприятия, его весь день нет-нет, вечером он опять перед сном вспомнил. Понятно, это уже... Ну, это хорошо, когда ребенок маму вспоминает утром и вечером. Это радует. Это замечательно, да. Отправлять домой или не отправлять, вы что посоветуете родителям? С личным опытом, когда у меня собственный ребенок поехал в лагерь несколько лет назад, и буквально на второй день начал плакаться телефон. Звонки были каждые 10 минут сутками. Мне звонит вожатый и говорит: дайте мне 4 дня. Если он через 4 дня вам позвонит, можете его забирать. На 3-е сутки ни звонка, не дозвонится до ребенка, звоню вожатому, только он у вас занят, все. То есть он прошел адаптацию 3 дня. Да, он есть, эта адаптация, она есть. Но в любом случае, тоже вот я соглашусь с коллегой, нужно смотреть по состоянию ребенка. Если есть ситуация, тот момент, который можно выждать, то лучше, наверное, все-таки оставить ребенка в лагере и прождать этот момент. Если уж, да, конечно, если это все уходит в истерику, разные дети, да, мы сейчас понимаем. то здесь, наверное, может быть все-таки войти в состояние ребенка и забрать его. И по Черному морю тоже есть такая практика, тоже момент такой. Адаптация прошла в поезде. Но очень интересный момент был то, что в поезде было интереснее, чем в лагере. И ребенок, находясь в лагере, он был в ожидании обратного пути, и он вот прожил эти 18 дней, и, в принципе, адаптация прошла. Такое дальнее расстояние, впервые без родителей, да? Мы могли пересчитать просто все на поезд. Без лагеря. Туда-сюда, туда-сюда. Евгений Геннадьевич, что у вас правило вот этих 3 дней, на самом деле? То есть у вас же не отправишь просто так, мама не рядом. Вам там еще и мам с папами заменять надо. У нас не 3 дня, у нас побольше, потому что мы еще берем поезд, это 2 дня. Профильная смена у нас действительно начинается с поезда. То есть педагогов готовим таким образом, чтобы как только ребенок поставил сумку на свое место, то есть уже начинает педагог с ним работать. Поэтому, конечно, адаптация может быть в поезде, когда ребенок едет, он еще не понимает, куда он едет, и куда он приедет, на какое место, и что его там ждет. Вот. И вот эти 3 дня мы, конечно, с родителями проговариваем вопрос, чтобы в течение 3 дней общался, конечно, в первую очередь родитель с вожатым. То есть узнавал, какую ситуацию. Потому что иногда родитель сам нагнетает обстановку. Ну что ты, как ты поел там, а тебя там вкусно кормят, а ты на море сходил, а ты почему на море начинаешь приходить? Гиперопечная мама очень. Поэтому иногда родители сами нагнетают такую обстановку, что ребенку просто становится некомфортно быть в лагере. Поэтому первые 3 дня, вот именно после поезда, мы, конечно, даем рекомендации родителям, чтобы поменьше звонков. Если нужна какая-то информация, вы можете общаться с вожатым, потому что в любом случае вожатый дает информацию вечером родителю и о состоянии ребенка. Есть чаты, где они могут писать. Чаты выкладываются онлайн, то есть каждый родитель своего отряда может найти, что он занимается, там покушал он, в мероприятии участвует. То есть родитель дистанционно может наблюдать своего ребенка. То есть и если уже какая-то проблема возникает, конечно же, мы ее решим. Как правило, мы проговариваем те моменты, что если действительно происходит какой-то дискомфорт, и с учетом расстояния, то, конечно, мы вызываем родителя,
родитель приезжает и уже своего ребенка забирает. Понятно. То есть в любом случае все предусмотрено, разговоры идут. Я сейчас еще хотела немного времени до конца программы уточнить. Вот раньше Артек и Орленок мечта была, а сейчас 500-600 татарстанских детей отдохнут, да? То есть это же очень много. Ну, это небольшое количество. У меня-то, может, лагерей советской эпохи, я поэтому тогда попадали, на единицы надо все равно об этом говорить. Да, как попасть? То есть вот сейчас здесь... Федеральный сайт, заслуги, грамоты, все примерно то же самое. Я бы все-таки хотел акцентировать внимание на вот про профильность говорили, да, медиа направление, кино. Но нельзя забывать, что лагерь это все-таки сегодня лагерь летний в Республике Татарстан, да и в целом, наверное, по стране, это такой цикл непрерывного воспитательного и образовательного процесса. И наша задача, как правильно коллеги подметили, не научить чему-то ребенка, наиграть на гитаре. Мы можем за период смены научить или приучить, какие-то привычки привить. Ну, банально, чистить зубы, завтракать вовремя, заправлять кровать. Это очень важно на сегодняшний день. Это действительно дается за 2-3 недели лагеря, дается нам под силу. А вот для того, чтобы влюбить в ту или иную профессию, да, научить не сможем играть на гитаре, а влюбить в эту гитару. Или же, например, мы говорим сейчас про потребность на производственных предприятиях. Вот на сегодняшний день, благодаря поддержке руководства республики, мы проектируем базу на 350 мест, которая будет, вернее, не проектируем, а предпроектной работой занимаемся, которая будет как раз-таки вот таким центром научно-технических видов творчества для детей, собирать детей, которым интересны инженерные профессии, и уже общаться непосредственно с ребятами, которые работают на заводе. Ну, то есть вот такая тема для того, чтобы влюбить профессию и постараться, наверное, в игра в долгую, постараться закрыть вот эти вот вопросы кадровые, кадровые вопросы, Центр профессиональных компетенций, так его назвать можно. Хорошо. В завершении буквально коротко, как подготовить ребенка к лагерю? В первую очередь проговорить и сказать, что будет все замечательно, мы тебя любим, всегда ждем, будем скучать. Ну, а в лагере они уже проведут. Единственный совет родителям, наверное, как мама 3 детей, я бы советовала, чтобы не привозили, пожалуйста, гостинцы запрещенные. Не привозить запрещенку. Чипсы, да, привозить запрещенные. Все-таки питание в лагерях у нас сбалансировано, во всех лагерях Республики Татарстан, поэтому не переживайте. Самое главное, вот подготовить ребенка о том, что он проведет самостоятельно незабываемые дни. Хорошо, меньше 2 минут до конца. Очень коротко, потом, Евгений Геннадьевич, как подготовить родителям ребенка? Ну, я абсолютно согласен. Конечно же, это путем разговора, с учетом того, что у нас дистанция, да, то, что надо вести. Единственное, что только проговаривать, говорить, что да, твоя смена, допустим, на Черноморском побережье, она будет проходить на хорошем уровне, что мы всегда рядом, что мы всегда в доступе. На позитив. Да, конечно, потому что если давать какие-то нотки, наверное, какого-то сомнения, да, тревожности, конечно же, ребенок... Да, Константин Алексеевич, по одному предложению буквально, да. Максимально кратко, я думаю, нужно начинать до лагеря еще приучать ребенка отказываться от телефонов своих, от гаджетов. Ох, какая сложная задача. У меня совет бабушкам. Бабушки, не бойтесь отправлять ребенка в лагеря, не держите их у себя в деревне. И самое главное, ребенка начинать готовить заранее именно со сбора чемодана. Именно настрой такой, чтобы будет все хорошо на позитиве, и уже с позитивом поставить его в автобус. А дальше все пойдет. Хорошо, Игорь Тагирин. Важно ребенку посоветовать быть любознательным, побольше задавать вопросов, искать ответы на свои вопросы, найти новых друзей. А для родителей один совет. Дети отдыхают, вы тоже отдыхайте. Ох, какой хороший совет, не сладился. Это правильно. Нужно отправлять с полной толикой того, что все будет в порядке. Лагеря Татарстана готовы принимать детей и давать им максимально много и любви, и воспитания, и образовательного процесса. Все. Большое спасибо каждому из вас замечательного летнего сезона, чтобы все сложилось и с кадрами, и детки были замечательные, любознательные, с Роспотребнадзором, чтобы все проверки все прошли. У вас сейчас тоже горячий такой период, поэтому хорошего нам лета, оно будет неизбежно.